Selam. Ничек исемең? Минем исемем Элина. Кайдан син? Мин үзем кайда укыйммы или кайда туган? Тугансың, кайда укыйсың? Мин үзем Таҗикстанда тудым, ләкин Татарстанда укыган идем. Татарстанда гимназияны бетердем һәм инде хәзер Пирогов исемендәге медицина университетында укыйм. Бик яхшы, бик матур сөйлисең татарча. Мин беләм, бүген синең туган көнең. Әйе? Әйе, бүген минем туган көнем. Котлыйбыз сине штабта. Сегодня второй день поста. Вот, расскажи, что для тебя значит Рамадан? Что же для меня значит Рамадан? Так как я выросла в Таджикистане, это мусульманская страна, я была погружена в культуру ислама с раннего возраста, и мне всегда это нравилось, потому что то, как люди держат пост, то, как они... В принципе, Рамадан же направлен на то, чтобы человек откинул все мирское, скажем так, и ушел вглубь себя, познавал себя, получал какие-то новые знания, развивался, искал что-то новое, и все в этом духе, скажем так, духовно развивался, все должно быть направлено на духовное развитие. Это очень правильная концепция, как по мне. Также из того, что я помню в детстве, когда заканчивался месяц Рамадан и наступала Ураза, как раз перед Уразой Байрам всегда была такая традиция, как соседи готовили друг другу всякие вкусняшки, всякие пирожные. И это очень сильно объединяло людей, это показывало хорошие, добрые намерения. Это здорово, я считаю. Да. Вот, поэтому для меня Рамадан связан, наверное, с детством, связан именно с духовным развитием и объединением людей. Вот. Меня зовут Ильдар. Откуда ты? Я с Саратовской области, с Саратова. Сейчас в Москве учусь и занимаюсь проектами и работаю. Молодец. Скажи, пожалуйста, что для тебя значит Рамадан? Для меня Рамадан значит месяц очищения, когда надо максимально отстраниться от запретного и, само собой, как-то уединиться с самим собой вот в этот священный месяц и понять, что не все так доступно. Вот именно голодание, так называемое, это позволяет понять. Но надо помнить и знать, что голодание – это не основное, что надо делать в священный месяц Рамадан. Самое главное – это не сквернословить, уважать других людей и читать побольше Коран. Я примерно так оцениваю, что для меня такой Рамадан. Меня зовут Ренат. Откуда ты? И я из Саратовской области. Классно. Скажи, пожалуйста, что для тебя значит Рамадан? Рамадан – это священный месяц, месяц поста. Для меня это как большое событие, которого мы ждем каждый год, и как-то так. Да, это великий благословенный месяц священный. А какие у тебя возникают ассоциации при слове Рамадан? Ассоциации возникают, пост, наверное, в первую очередь. И основная ассоциация – это пост. А о Рамадане ты узнал с детства? От родителей или уже более зрелым человеком ты начал узнавать о посте? Естественно, с детства от родителей, наверное, передавалось. А уже с более осознанным возрастом больше понимания пришло, что необходимо и как. Как тебя зовут? Меня зовут Ильнур. Откуда ты? Из Ульяновской области. Что для тебя значит Рамадан? Рамадан для меня значит стать немного добрее к людям, более правильнее, немножко воздержаться от своих каких-то греховных намерений. И в целом для меня это такой чистый месяц. И это преддверие чистого праздника, это окончание Рамадана, это заканчивается праздником. Скажи, пожалуйста, а ты держишь ли пост? Да, держу.
А когда ты находишься дома, рядом с тобой всегда находится холодильник. И как по мне, мне тяжелее держать пост, именно находясь целый день дома. Я всегда стараюсь как-то себя чем-то занять и быть вне дома, не рядом с едой. И вот. А у тебя не так, да? Ну, у меня нет, абсолютно нет. Я начал держать на выходных, поэтому я был 2 дня дома. Нет. Салям. Как тебя зовут? Меня зовут Виль, Откуда ты? из Башкирии. Какие у тебя возникают ассоциации в голове при слове «Рамадан»? В первую очередь это терпение, это работа над собой, над своими мыслями, то есть внутренний мир. Это работа над своим здоровьем, это возможность сделать себя лучше, сильнее и более дисциплинированным. А ты чувствуешь духовное наполнение во время месяца, после этого месяца? Может быть, есть какие-то изменения вот на каком-то таком духовном уровне? Да, в любом случае, и так, если ты держишь пост, ты все для этого делаешь необходимое, ты, соответственно, будешь меняться, ты будешь становиться более, как это сказать, духовным, наверное, если так принято говорить. Я думаю, что тут больше плюсов, больше именно благоприятных последствий для человека вот именно во всем. А как тебя зовут? Гульнас. Гульнас. Да. Минем Дейсимем Гульнас. Приятно. Взаимно. Откуда ты? Татарстан. Отлично. А часто ты бываешь в штабе? 3-й раз. Третий раз. И как у тебя ощущения? Ну, как дома, знаете, побывала дома, комфортно, уютно, татарская еда, вкусно, приятно, тепло. Чувствуешь ли ты какие-то изменения в себе, может быть, на каком-то духовном уровне во время такого священного месяца? Ну, мне кажется, чтобы прочувствовать, нужно как минимум там соблюдать пост или попытаться, либо хоть что-то делать и вообще посещать такие места. Конечно, когда посещаешь такие места, что-то в тебе просыпается, ну а так, когда ты живешь обычной жизнью, у себя дома, там ходишь на работу, это особо сильно не чувствует. Именно поэтому я считаю, что нужно вот почаще сюда приходить, почувствовать вот эту атмосферу, попытаться там соблюдать пост и вникнуть в вот это. Вот эта атмосфера, это влияет, да. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. На нас вот 5 друзей определяют, кто мы, как говорят. Как тебя зовут? Мин Руслан. Откуда ты? Я из города Тымазы. Ты сюда пришел специально именно из-за того, что сегодня ифтар? Нет, я пришел просто для общения, найти людей общих интересов. Не хватает общения, да, в обычной жизни с татарского? Да, именно так. Чем чаще ты сюда будешь приходить, общаться, да, наверное, тем больше ты будешь наполняться. Правильно. Ты так думаешь тоже, да? Да. Ильсур. Ильсур. Откуда ты? Тымазы, Башкирия, в общем. Расскажи, пожалуйста, что для тебя значит Рамадан? Я вот больше узнал сегодня, вот за сегодня, именно когда выступали, больше, чем за все время просто. Да. Я столько не знал, на самом деле. Я тем более очень внимательно слушал. На слух я татарский воспринимаю очень хорошо, а говорить тяжело. Но я слушал очень внимательно и с удовольствием. Мне было реально интересно, по крайней мере. Да, интересная лекция была. А что вот у тебя больше всего отложилось в голове с этой лекции? Что больше всего запомнилось? То, с чем ты хотел бы поделиться с нами? Когда выступали как раз, он говорил то, что есть хорошо и есть плохо. Но как раз-таки он прямо об этом не сказал, то, что не бывает черно-белого постоянно. То есть всегда от ситуации к ситуации меняемся, и поэтому нельзя быть ни хорошим, ни плохим, наверное. Скорее всего, так. А ты чувствуешь какое-то сейчас духовное наполнение? Может быть, стало как-то лучше тебе на душе? Тем более я в Москве же, а здесь я, по крайней мере, татаров не так много вижу. Но сегодня, когда я увидел человека, который читал все, и, конечно, был ближе, на самом деле, потому что я вспомнил дом, откуда, а там мулла приходил, и я такой, маленький был, радостный. Я, правда, ничего не понимал и думал, бородатый такой, как тут пришел, такой веселый, радостный, там угощал чем-то, я такой думаю, ничего себе. А сейчас я постарше стал, а когда увидел там, довольно скромно он был, очень, без всяких, так сказать, притворств, честно, искренне говорил.
Вот. Я, правда, честно говоря, не успел вопросы задать по поводу своих вот моментов. Но если будет возможность, то я, конечно, обеими руками за. Откуда ты? Я с Башкортостана. Из Башкортостана, прекрасно. Скажи, пожалуйста, что для тебя значит Рамадан? Ну, Рамадан — это тот месяц, в котором ты должен себя духовно взрастить больше и притупить свои страсти, не гоняться за ними тупо вслепую. Соответственно, должен себя контролировать еще в большей степени, больше читать, больше задумываться о духовном и наполнять себя духовно. Да. А какие у тебя возникают ассоциации, когда произносишь слово Рамадан? Ну, такое на душе чувство спокойствия, радости. Марсель, а ты держишь пост? Да, Аллаху шукур, держу потихонечку. Молодец. А ты помнишь, когда был твой первый пост в жизни? Это было в подростковом возрасте, не знаю, лет мне было, наверное, 14-15. Но тогда, помню, было непросто, так как еще не сформировавшаяся личность, ты не совсем понимаешь, зачем это делаешь, и было сложновато в то время, но потихонечку привыкаешь, и поэтому все нормально. А ты в то время смог прям выдержать весь день? Ну, весь день, в принципе, это не проблема, а вот весь месяц, ну, это уже совсем другое дело, потому что день это так, он пролетает по щелчку пальца, поэтому проблем не было. Интересно, а что сложнее, не есть или не пить для тебя? Или, может быть, что-то другое? Ну, лично для меня это скорее не пить, так как жажда возникает, плюс еще в то время Рамадан приходился на лето, самый жаркий месяц, это был июль, плюс дни долгие, поэтому больше хотелось пить, чем есть. А как ты справляешься с упадком сил? Наверное, под конец дня все-таки возникает усталость, да, в теле? Может быть, в течение дня. Все-таки после ифтара ты ложишься спать? Я примерно ложусь, но ближе к 12 ночи, поэтому еще после ифтара 4 часа примерно бодрствую. А как справляюсь с упадком сил, я стараюсь меньше физически активничать, так как физическая активность, она забирает много сил, и больше спать, так же как днем, чтобы набираться сил. А какой совет ты можешь дать постящимся? Постящимся я хочу посоветовать терпение, также хочу посоветовать, чтобы они соблюдали режим питания, не переедали на ифтаре, так как это чревато пагубными последствиями для здоровья. Соответственно, мы едим потихонечку, не уплетаясь резко-резко, не набивая свой живот, чем попало, так как в это время нужно максимально обогатить свой организм нужными микроэлементами, витаминами, так как на протяжении всего дня мы не едим и воздерживаемся от еды. Плюс еще меньше есть сладкого, и на сухур, это с утра, наедаться сложными углеводами, больше есть фруктов. А чувствуешь ли ты какое-то духовное наполнение во время Рамадана? Во время месяца Рамадана я чувствую, да, духовное наполнение, так как я притупляю свое эго, притупляю свои страсти и понимаю то, что я не следую вслепую своим страстям, так как это пагубно. А в обычное время, когда не держу пост, соответственно, могу пойти не очень хорошим путем, переедаясь, наедая, даже когда не хочу кушать. А тут прям ты чувствуешь в себе такое наполнение. Да, благодарю тебя за это интервью. Счастливого тебе Рамадана. Рахмат, тебе тоже. Благодарю тебя.